Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас второй сюжет Санкт-Петербурга, Сенатской площади. Александр Александрович Петров рассказывает о достопримечательностях Санкт-Петербурга. Здравствуйте, дорогой Олег Гаврилович. Спасибо за приглашение. Мне всегда приятно рассказать о нашем любимом городе Санкт-Петербурге и о его связях с нашей родной любимой республикой Саха-Якутия. Как уже отметил Олег Гаврилович, я не одно десятилетие занимаюсь историей взаимоотношений Якутии и Санкт-Петербурга. В свое время мы издали с Василием Афанасьевичем Робиком книгу «Санкт-Петербург. Республика Саха. Ведущие центры отечественного североведения. Наука, образование, культура». Это был 2002 год. Далее мы издали следующую книгу совместно с Галиной Маратовной Макаровой, постпредом Якутии в Санкт-Петербурге. Через 10 лет она называлась уже немножко по-другому. Санкт-Петербург, Республика Саха-Якутия. Исторические вехи, взаимодействия и сотрудничества. Мы находимся в самом центре города, в сердце Санкт-Петербурга, на Сенатской площади. Название площади восходит к зданиям Сената и Синода. Сенат, вы знаете, высшая светская власть России, Синод – высшая религиозная, духовная власть города, не города, а России, Российской империи. Это здание построил специально архитектор Карл Иванович Рости в стиле классицизма. В настоящее время здесь находится с левой стороны президентская библиотека имени Бориса Ельцина, а с правой стороны Конституционный суд Российской Федерации. Здесь произошло восстание декабристов. Здесь мы видим памятник основателю города Петру Первому, Петру Великому. Петр I родился 6 июня 1672 года в Москве, но он основал город на Неве, как окно в Европу. А Александр Александрович, в этом году большой юбилей Петра Великого. Юбилей 350 лет со дня рождения Петра Великого. А памятник был создан по заказу Екатерины Великой, Екатерины II. Там прямо написано Петру Прима, Катарина Секунда. И он был открыт в 1782 году. Скульптор, французский скульптор Этьен Фальконе, а голову слепила, голову Петра I, его ученица Мари Ан Колло. Эта набережная очень знаменательна. Если мы посмотрим налево, здесь за зданием видна только часть Благовещенского моста. Раньше он назывался мост лейтенанта Шмидта. Отсюда Аврора сделала первый свой исторический выстрел для штурма Зимнего дворца в 1917 году. Там, чуть подальше, здание Академии художеств. Ее построил в XVIII веке великий русский архитектор Александр Филиппович Кокоринов совместно с французом Франсуа де Ламотом. Это не только музей, это самое знаменитое высшее художественное училище России, первое в России Академия художеств. Там знаменитые сфинксы, там телефоны. И здание, оно построено в виде прямого четырехугольника, в центре круглый двор. И это Академия живописи, скульптуры и архитектуры, которую закончили очень много наших живописцев, графиков. Могу сказать только об одном известном выпускнике Академии Репина, Эдуард Пахомов. Вы знаете его скульптуры в городе Якутске, памятник Семену Дежневу, Абакаяде Сючу и их сыну Любиму, памятник братьям Ксенофонтовым, и много у него работ. У него есть даже памятник матери Гагарина в городе
где родился Юрий Алексеевич Гагарин. Дальше, если мы посмотрим направо, вот это желтое здание, это дворец Александра Меньшикова. Меньшиков был сподвижником Петра I. Он был первым губернатором Санкт-Петербурга. Примечательно то, что у Петра I не было своего дворца. У него был летний дворец в летнем саду, но он был значительно скромнее. А первый дворец Меньшикова, здесь проходили все балы, все приемы иностранных делегаций. И до сих пор здесь музей, который можно посетить. Примечательно то, что Александр Данилович был женат на дочери якутского воеводы стольника Арсеньева Михаила, Дарьи Михайловне Арсеньевой. Дальше, если мы посмотрим направо, вот двухэтажное салатного цвета здание, это Восточный факультет Ленинградского, ранее Санкт-Петербургского государственного университета. Здесь учился наш известный ученый-лингвист, основатель якутской массовой письменности Семен Андреевич Новгородов. И здесь мы вместе с Николаем Матвеевичем Артемьевым одно время преподавали турецкой группе якутский язык в качестве факультатива. Дальше трехэтажное здание, это здание 12 коллегий. Это главный корпус Ленинградского государственного университета имени Жданова, ныне Санкт-Петербургский государственный университет. И вот уже окончили очень много наших известных ученых, исследователей. Целая группа ученых. Ну, вот Екатерина Назаровна Романова училась здесь. Платон, этнограф, тоже в аспирантуре. Очень много закончило наших выпускников и математических специальностей, филологических специальностей. Наталья Иннокентьевна Попова, выпускница тоже кафедры тюркских языков ЛГУ. Она сейчас директор Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Сибирского отделения Российской академии наук. Дальше там среди зелени не видно памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову. Не случайно, потому что справа вот желтое здание с белыми колоннами. Это здание Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук. Здесь долгое время председателем работал лауреат Нобелевской премии Жорес Иванович Алферов, который очень дружил с нашей республикой, был непременным участником. Мы провели на базе РГПУ имени Герцена 4 российские конференции, которая называлась «Молодые ученые Якутии в стратегии устойчивого развития Российской Федерации». И Жорес Иванович Алферов был в оргкомитете и участвовал вместе с Владимиром Петровичем Ларионовым в работе этой конференции. Дальше здание с башенкой – это здание Кунсткамеры. Первый в России этнографический музей, основанный Петром I. Петр I сам был удивительный человек. Его рост составлял 2 метра 4 сантиметра. Он ездил инкогнито за границу, собирал многие раритеты, диковинные вещи. Здесь находится голландская коллекция Рюша, уродов, заспиртованных в колбах. Здесь находится двухголовый теленок. Здесь находится один из его гренадеров, почти 2 метра 30 сантиметров, швед, скелет которого при жизни Петр I выкупил, чтобы потом поставить в Кунсткамере. Кунсткамера – это ныне музей этнографии и антропологии имени Петра Великого, Кунсткамера Российской академии наук. Ну, дальше растральные колонны, и за Дворцовым мостом виден Петропавловский собор, собор Петра и Павла, архитектор Доминико Трезини, первый архитектор города. Это усыпальница русских царей, там похоронен Петр I и все русские цари, заканчивая семьей императора Николая II.
Александр Александрович, а вот ваш интерес именно к взаимодействию, связям между Якутией и Санкт-Петербургом началось еще когда вы учились здесь в университете, институте. Да. Как только я приехал в Ленинград, тогда он назывался Ленинград, это был 1975 год, я поступил на первый курс филологического факультета ЛГПИ имени Александра Ивановича Герцена, Ленинградского пединститута. Вот. И, естественно, мы посещали все экскурсии, ездили в пригороды, Петергоф, Павловск, Гатчину, в Кронштадт, ездили на автобусные экскурсии по городу. Особенно примечательно были литературные места города Санкт-Петербурга, пушкинские места, лермонтовские места, Невский проспект, вы знаете, 4,5 километра длиной, места, связанные с именем Федора Достоевского, Льва Толстого, вот, с деятелями культуры, с тем же вот Ильей Ефимовичем Репиным, который похоронен в Пенатах. Вот река Нева, недавно здесь прошел военно-морской парад. Видите, вот длина его 74 километра, Нева вытекает из Ладожского озера и впадает в Финский залив, Балтийское море. И интерес, конечно, мой к истории Санкт-Петербурга был обусловлен и подготовкой себя как учителя русского языка и литературы и педагога, который готовил себя для работы в школе. Все эти факты были очень интересны, и эту работу я продолжаю до сих пор. В этом году мы планируем выпустить 3-ю книгу вместе с Юрием Николаевичем Кравцовым, заместителем постоянного представителя при президенте Российской Федерации здесь, в Санкт-Петербурге. Юрий Николаевич Кравцов и я готовим книгу к столетию Якутской автономной Советской Социалистической Республики и 90-летию Института народов Севера. Александр Александрович, а самое любимое место ваше именно здесь, в Санкт-Петербурге? Самое любимое место — Невский проспект. Я не перестаю гулять по этой замечательной улице. Длина его 4,5 километра. Она начинается здесь, около Адмиралтейства, там, где кораблик «Золотой шпиль», и идет аж до Александра Невской лавры, где похоронены, стоит рака мощи Александра Невского, святого благоверного князя, покровителя города на Неве. Я же Александр, это мой тоже покровитель Александр Невский. На Невском сосредоточены все лучшие дворцы, все лучшие магазины, музеи, архивы, библиотеки. Он связан и с парками, с мостами, с самыми лучшими видами города на Неве. Я объездил почти весь мир. Ну, бывал и в Венеции, и в Париже. Ну, краше города Ленинграда, Санкт-Петербурга еще не видел. И, скорее всего, не увижу, потому что такого уникального города и в архитектурном плане, и в культурном отношении нет. И я надеюсь, не будет никогда. Спасибо, Александр Александрович, за очень интересный и, мне кажется, очень познавательный рассказ о Санкт-Петербурге, о том, как этот город связан с нашей Якутией. Спасибо. Пожалуйста.